Автор Валентина Лызлова. Город Ухта. Кактус ешь? Жил-был кактус. Он стоял в глиняном горшке на подоконнике в избе лесника. Ему хватало и тепла, и света, и воды. Так что жизнь у него была хорошей, но только однообразной, оттого и скучной. Он видел, что за окном все совсем по-другому. Ему очень хотелось попробовать той иной жизни. Однажды кактус заметил, что под окошком по узенькой тропинке катится нечто подобное ему, круглое и с иголками. Это был еж, который искал корм для своих маленьких деток. Он так был занят поисками, что и не заметил цветок на окне, но кактус сам окликнул его. Эй, ты кто? Я еж, а ты кто? А я кактус. Странно, мы так похожи, но ты почему-то не живешь на подоконнике. Иди ко мне, вдвоем веселее жить. Нет, я не могу жить в таком доме. Мой дом это лес, у меня там ежиха и маленькие детки ежата. Их надо кормить. И у меня бывают детки, но их отделяют и пересаживают в другие горшочки. А твои ежата тоже живут в горшках? Женечка, ты очень любишь читать книжки. Да. Сегодня я тебя хочу познакомить с коми-писателями. Это Юрий Васютов, книга называется «Зиль-зёль, тасиль-сёль». А это Пантелеймон Образцов «Мы растем». Эта книжка написана на коми-языке, а эта книжка написана на русском. В преддверии Нового года хочется почитать стихи о зиме. Я прочитаю вам стихотворение Александра Константиновича Журавлева. С 50-х годов он жил в Ухте, республике Коми. Героями Александра стали ребятишки, живущие в семьях оленеводов, в тундре, в северных селах, в поселках нефтяников. Мы живем в глубинке. Мы живем в глубинке, далеко от города, где зимой снежинки ежатся от холода. Ручейки, протоки вымерзли до донышка, как медведь в берлоге, спит в сугробе солнышко, там, где иней колкий, где поет метелица, где зимой и долго снеговик не лепится. А я хочу прочитать стих Серафима Алексеевича Попова, коми-поэта. Серафим Попов родился в поселке Жешет в нашем Усть-Илимском районе. Он опубликовал более 2 десятков стихотворных сборников на родном языке, а также в переводах на русский и другие языки. Сборник сказок писателей Республики Коми. Валентина Лызлова «Новый год в лесу». Новый год в лесу. Приближался Новый год, и прошел бы он, как всегда, незаметно, да вездесущая лиса взбаламутила весь лесной народ. Подалась она накануне в ближнее село. Курятинки ей, видите ли, захотелось. Но то, что она там увидела, заворожило рыжую так, что она напрочь забыла про курятник. Мама спать укладывала дочку, сказки ей читала полчаса. Скачет дочка весело в сорочке, а у мамы спят уже глаза. Ровно в 10, как по расписанию, к ним явился милый светлый сон. Удивился он непослушанию, приуныл, едва не вышел вон. А кому он сказочку расскажет, а кому покажет чудеса, а кому венок мечтаний свяжет и кого подбросит в небеса.